Хакас шонының көк кереглерінің оркестрі түстіл шеткенін естіп, мен тың өріп барғам. Я очень обрадовался, когда узнал, что у нас создается оркестр хакасских народных инструментов. Эту работу надо было начинать намного раньше. За 20 лет выросло целое поколение, у которого национальные инструменты – хомыс, чатхан, ых и хоборах – стали неотъемлемой частью его жизни. В народе говорят: «Тело мое от земли, корни мои от корней деревьев, кости от камней, кровь от родника, дух мой от неба, волосы от трав, мысли от ветра, глаза – лучи солнца». Для изготовления нового инструмента не каждое дерево подходит. Чтобы найти подходящее, иногда приходится много гор обойти и много рек перейти. И обязательно надо попросить разрешения у хозяина тайги, рассказать ему о своих планах. Чтобы изготовить чатхан или хомыс, мастеру требуется год или 1,5 года. Древесина должна высохнуть сама. Человеку нельзя искусственно ускорять этот процесс. А когда мастер почувствует, что материал готов, он начинает работать. Много интересного узнаю я от людей старшего поколения. В моей коллекции есть инструмент неизвестного мастера. Также неизвестно, кто на нем играл. Сделан он из цельного дерева, обтянут кожей, струны из конского волоса. Теперь такой хомус ни у кого не встретишь. Каждый мастер делает инструменты не для музея, не для выставки. Они должны приносить пользу людям, должны поднимать дух народа. У меня никогда не было мысли вести счет своим инструментам. А недавно попробовал посчитать. В год я делаю около 30 хомусов. За 23 года получается примерно 600. И где они теперь? Самое большее, конечно, в Хакасии. На моих хомусах играют в республиках Тыва, Горный Алтай, Саха. Его звуки можно услышать в Японии, Турции, Финляндии, Голландии, Германии, Испании, в Америке и даже в Боливии. Я счастлив тем, что нашел работу по душе. То время, которое уходит на изготовление хомуса, я проживаю как во сне. Теперь у моего хомуса своя жизнь. Его главное предназначение – радовать людей мелодиями древней хакасской земли, исполнять новые задорные песни, поднимать народ на новые свершения. Каждая мать, благословляя сына, говорит: «Пусть под твоими ногами всегда будет опора тверда. Пой мой хомус голосом звонким и богатым. В тебе душа моего народа».